Здравствуйте, меня зовут Александр Лей, я фотокорреспондент газеты «Якутский вечерник». И занимался вообще ремонтом машин. Был далек от фотографий, фотографировал только для себя. У меня есть хороший друг Михаил Луговой. Он в то время уже работал корреспондентом, фотокорреспондентом в газете «Якутский вечерник». И так как его не отпускали в отпуск, ему нужно подмениться. Вот он попросил меня временно подменить его. Я возил газеты и при случае фотографировал. Потом так и остался фотографировать. Это уже стало профессией. Конечно, все пришло не сразу, пришлось учиться. Фотографы, как каратисты, могут одним пальцем человека или изуродовать, или нет. То есть это наша еще этика фотографа должна быть, присутствовать во всем. Все, что в отборе материала, в отборе фотографий. Мне всегда были интересны не просто люди, которые там собирают милостыню или просто грязно по улице ходят, а среди них очень много людей, которые, как сказал Володя Леший, который больше 15 лет прожил на свалке, он сказал: не важно, где ты живешь, а главное оставаться человеком. Я с ним случайно познакомился в 2007 году. Мы просто писали материал по какой-то свалке, и случайно какой-то бородатый грязный мужик так очень интересно говорил, типа: вы придете сюда один раз и потом про нас забываете, напишите, никому наши проблемы и беды не важны и вообще жизнь. Я сказал: ну хорошо, я приду. Спросил, когда, он сказал: ну приходим 23 февраля. Так я 7 лет ходил к нему на свалку 23 февраля. Мы с ним, когда-то я его снимал, когда-то просто общались. В общем, как-то так получилось, что я стал по социальным репортажам. Получилось так, что у меня собиралась такая целая серия уже потом. Я поехал на остров Хатыстах и просто вот для себя, набить руку, поснимал там, как наши, так сказать, неблагополучная часть общества, которую вывозили на остров, чтобы они здесь не блудили пьяными, у магазинов не собирали дань. Ну вот с этого момента, наверное, и началась серия «Ненужные люди» у меня. Про людей, живущих на свалке, я потом поехал, сделал, потому что узнал случайно, что там живут семьями. Потом другие были, там родился ребенок на свалке, мы тоже к ним и ходил, нашел. Старался показать их даже в том, в чем они сейчас находятся, показать их человечность, что ли. Ни в коем случае не принижая их достоинство, просто как человек. Иногда нужно смотреть, как живут другие. Люди показывают своим, даже, скажем так, тем, что они не унывают, и это мы себе в городе придумываем. С благоустроенными квартирами очень много таких проблем. Ой, мне там голова болит и что-то еще болит. А люди, посмотришь, там живут в гораздо хуже условиях и не унывают, живут и не теряют ни надежд, они мечтают. Там есть и любовь, там есть и праздники, там есть и все. Как бы ты иногда пересматриваешь жизнь даже с такими репортажами. Я со временем, делая социальные репортажи и участвуя, снимая, собирая такие зарисовки, этюды про людей, я понял, что все в этой жизни относительно. То есть любые оценки, есть просто добро, есть зло, но от оценки того, что это правильно и как должно быть, все довольно-таки относительно. Есть люди, которые не хотят, например, чего-то, но тем не менее они все равно счастливы по-своему. То есть для счастья вообще человека нужно мало. На самом деле. Все остальное мы очень много себе придумываем.